Всем привет! Сегодня мы находимся в ботаническом саду имени Гореева. Деревья не просто украшения наших городов. Они живые легкие каменных джунглей. Они обеспечивают здоровье нашей нации. Одно среднее дерево может вырабатывать кислорода столько, сколько хватило бы для 3 взрослых людей. Скопление деревьев создают зеленые зоны, тем самым обеспечивая психологическое здоровье граждан. Тем самым эти же зеленые зоны являются домами для тысячи насекомых и птиц. Но город все чаще сталкивается с проблемой нехватки деревьев. Городская инфраструктура и отсутствие должного ухода подрывает их здоровье и способность приносить пользу. Такие деревья все чаще срубают, но за место них часто бывает ничего не появляется. Давайте посмотрим, как с этой ситуацией борются наши горожане. Сейчас мы с моей командой находимся в жилмассиве Алтын-Казык. Он, как и другие жилмассивы в этом районе, находится в экологически неблагоприятном месте. Находящийся неподалеку постоянно пылающий мусорный полигон в совокупности с недостаточным озеленением создает такие условия, которые способны серьезно навредить здоровью живущих здесь людей. Давайте спросим жителей данного района, как они относятся к данной проблеме. Қиналабыз, бұл жерде жас балдар бар, астмамен ұрып. Мысалы, мен өзім астмамен ұрып қалдым, осы жерде жашап жүрмін. 8 лет без света жили, 9 лет без воды жили здесь. Енді полигонда білесіңдер, түтін шығады, дым, сасық жит. Мы тоже должны что-то делать. Но сегодня этот жилмассив ждут хоть и небольшие, но невероятно важные изменения. Сейчас здесь совместно с усилиями местных жителей и общественных организаций проводится посадка саженцев деревьев. Организаторы проводят инструктаж по посадке, распределяют ресурсы, информируют жителей о саженцах растений и о правильном уходе за ними. Особенностью данного жилмассива, что он находится в непосредственной близости с нашим мусорным полигоном. Здесь мы видим, что не создана достаточная инфраструктура для комфортного проживания. Здесь же мы сажать будем деревья, которые помогут нам снизить пылевое загрязнение на этих улицах. Потому что пыль является очень большим источником аллергических заболеваний. И часто они наблюдаются у детей. Я надеюсь, что эта акция, которую мы сегодня проводим по посадке деревьев, она будет носить регулярный характер, и мы будем озеленять и детские площадки, и спортивные площадки, и будем вдоль улиц создавать комфортные условия, аллеи тенистые, по которым можно будет спокойно гулять, и детям будет где комфортно проводить свое время. Достаточное озеленение преобразит данную территорию, и мы видим, что здесь уже дома построены, здесь есть жители, которые готовы участвовать в этой посадке, и нужно создавать побольше общественных пространств, в которых они могут общаться, встречаться, принимать решения по развитию своего района. Будет этот Алтын-Казык уже действительно золотым местом, куда будут заинтересованы многие приобретать здесь недвижимость, и будет комфортно здесь проживание. В будущем эти саженцы станут самой настоящей живой защитой для людей и остальных живых существ. Живые деревья и их листья делают воздух чище путем фильтрации вредных частиц и пыли. Деревья значительно снижают концентрацию токсичных газов, что немаловажно, учитывая проблемное расположение нашего района. Мы с командой решили тоже принять участие в процессе посадки. Бүт бары бірегейіп, ынтымақтуу болуп, өзүнчө бир майрам да? Элдер жакшы, бүт ынтымактуу. Азыр көрүп атасыңар болот. Кандай келип атышат. Силерге рахмат. Всего за несколько часов совместными усилиями граждан на некогда пустынной улице появились новые саженцы растений и деревьев, которые уже совсем скоро не только преобразят внешний вид улицы, но и принесут такую пользу, которая будет с годами только расти и приумножаться. Друзья, в наших силах изменить все. Давайте вместе стремиться к зеленому будущему.